Наш пухляш Моти посмотрел мотивационный рилс и решил: С завтрашнего дня читаю по 10 страниц каждый день. давайте заглянем, что происходит в его головном мозге. Первый в бой выходит префронтальная кора. Так, все по местам, открываем книгу, читаем, не отвлекайся. И через 5 минут... Я устал, кто вообще придумал эти привычки? И это нормально, потому что вначале новая привычка требует очень много энергии. Но если Моти не бросает и продолжает читать каждый день, включается нейропластичность. Это способность мозга перестраиваться. Нейроны, клетки мозга, начинают строить между собой новые связи. С каждым повторением сигнал проходит все быстрее и быстрее. И вот однажды появляется полосатое тело. Вначале можете отдыхать, дальше я берусь на себя. Это и есть твой внутренний автопилот. Теперь Моти открывает книгу автоматически, уже не заставляя себя каждый раз. А чтобы мозг понял, что все идет по плану, подключается дофамин. Нет, это не просто гормон счастья. Его задача сказать мозгу: Запомни этот маршрут, он удобный, будем ходить здесь еще и еще. именно поэтому привычки со временем становятся легче. Так что привычка — это не про железную силу воли. Это про то, как мозг сначала строит новую дорогу, потом с радостью переводит тебя на автопилот, потому что он любит экономить энергию. Наш мозг — лентяй.